Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро-дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 2 июня. Это у нас с вами понедельник. Смотрим мы на колоде цыганский пасьянс, все знаки по очереди, от овнов до рыбок в одном видео. И не забываем про карту дня. Карта дня у нас это карта звезда. Каким образом я ее получила? Мы с вами соединяем 2 мая, 2.05.2025. Если мы прибавляем, июня, мая говорю, 2 июня, 2.06.2025. У нас получится 17, если сложим все цифры. А 17 у нас аркан звезда, поэтому за этот день отвечает аркан звезда и влияет на этот день аркан звезда. Звезда это обычно все проходит легко, беспроблемно, без сложностей, потому что мы как бы под защитой высших сил, под защитой звезд неба. Поэтому все даже какие-то сложные ситуации должны смягчаться. Также могут быть исполнение желаний у многих людей, реализация. Это всегда такая вот благоприятная атмосфера, назовем это так, надежда на разрешение. Звезда это еще надежда, поэтому надеемся на все хорошее. Давайте смотреть. Овны, 2 июня, понедельник. Как пройдет у Овна в этот день? Какие события будут основные? Овны. Месяц у вас первое событие. Будильник. Ножницы. Змея. Колокольчик. Ключик. Угу. 2 меча. Горизонтали, вертикали я не вижу для вас совпадений. Получается, в этот день у вас месяц показывает события, которые имеют цикл, цикличность. Будут происходить, то есть каждый месяц 2 числа, возможно, у вас там какое-то событие. Дальше решение вопроса будет, пустые разговоры могут быть с кем-то, какая-то проблема со временем, опоздание, спешка, неправильно, не знаю, там услышали, неправильно назначили время, конфликт. Вот опять же конфликт, может быть, будет связан с этим временем. Ключ. Умение найти решение, выход из любой ситуации. И змея. Общение с человеком-змеей. Это может быть как медик, это может быть человек по году рождения змея, это может быть и человек, у которого характер такой немножко, знаете, вредный. Поэтому может быть так. Опять же, рядом хорошее событие, ключ. Змея, может быть, благодаря своей мудрости поможет вам найти там какой-то выход из сложной ситуации. Поэтому вот так. Благодарю за внимание, Овны. Переходим к Тельцам. Ужас, какой у нас сильный дождь пошел. Не знаю, возможно, даже видео будет слышно. Прям какой-то ливень. Может, сейчас пройдет. Возможно, меня даже будет хуже слышно. Так, Тельцы, 2 июня. 2 июня, события дня, понедельник. Смотрим, Тельцы, что у вас?
Угу. Прибыль. Лебедь. Конфликт. Колокольчик. Разговоры о деньгах. Удачи уже нельзя. Солнышко. К сожалению, расческа. И змея. Опять же, машину нельзя соединить. Есть еще сердце. Это друг. И здесь нет. Поэтому, значит, рассказываю. У вас, в принципе, много хороших событий и 2-3 таких не очень. Значит, из хороших: общение с друзьями, пустые разговоры, колокольчик, финансовые поступления, прибыль, гармоничные отношения в паре, хорошее настроение будет в какой-то момент. Из негатива неприятность, конфликт, возможно, это и будет, да, вот эта неприятность. И видите, змея рядом ложится. Возможно, неприятность — это общение со змеей и достаточно такие напряженные отношения с ней. Змея — это человек, который пытается как-то ужалить, задеть, сделать замечание, обозвать и так далее. Так что вот такое для вас предупреждение. Если так в целом, в принципе, если удастся избежать этого конфликта, то день хороший. Благодарю за внимание. Переходим к близнецам. Второе июня. Близнецы. События дня. Угу. Первое, что у вас выпало, это сердце. Череп. Угу. Еще есть кровать. О, опять начался ливень. Так. Угу. Есть еще цветочек, исполнение желания, влияние аркана звезда. Звезда часто исполняет желания. Угу. И здесь нет. Значит, смотрите, у вас всего 4 события. Я, по крайней мере, нашла. 4 события. Первое — это гармоничные отношения в паре между вами. Если, кстати, пары нет, там может быть новая любовь, встреча.
И интимная связь выпала. Любовь, интимная связь. Дальше исполнение желания какого-то в этот день. И единственное событие со знаком минус, но и то, это не всегда минус, болезнь, череп выпал. Это может быть, например, если вы уже записались к врачу, или вы записались на массаж, или у вас там поход к стоматологу, то череп может просто показывать, что я в этот день занимаюсь здоровьем. То есть не обязательно в этот день я заболею. Возможно, я вот запланировала там визит к врачу. Поэтому если вы запланировали, то в принципе события показывают, что это состоится. Если вы ничего не планировали по здоровью, то может быть в этот день будет там, не знаю, головная боль, ухудшение самочувствия, первые признаки там простуды, там хроническая какая-то болезнь даст о себе знать, давление упадет. В общем, череп всегда показывает то событие, что нам надо будет обратить внимание на свое здоровье. Поэтому вот такая для вас подсказочка. Так что не игнорируйте сигналы организма в этот день. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Раки, 2 июня. События дня. Так, раки, смотрим. Понедельник. О, опять дождик. Ага, так, есть вес. Сейчас, наверное, меня будет хуже слышно из этого дождика. Угу. Кажется, что вот здесь что-то есть. Оно просто чуть-чуть дальше. Шарики. А, да, было, вот же. Метла еще была. Вот я чувствую, что что-то здесь вот есть. Метла могла быть. Но метлу не увидела, увидела шарики. Ну, значит, так должно быть. Колокольчик. Ножницы нельзя. Лебедь. Книга. Свиток. Цыпленка нельзя. И сейчас я посмотрю еще периметр. Гости нельзя. Угу. Есть по вертикали будильник. Здесь нет совпадения. Получается, у вас в этот день, в понедельник, сложный выбор будет, весы, хорошие новости будут, пустые разговоры, гармоничные отношения в паре, деловая встреча, посещение госучреждения, казенный дом, якорь, остановка где-то надолго, видите, вокруг якоря ничего нет. То есть как будто вот жизнь на паузе, да, грубо говоря, несколько часов. Ох, какой сильный. Невозможно перекричать этот дождь. Так, остановка по якорю, может быть в казенном доме. И будильник показывает, что могут быть какие-то вопросики по времени. Вы можете, допустим, там может время смещаться, вы можете не успевать, можете перепутать время какое-то и так далее. Поэтому следите обязательно за временем в этот день. Потому что, видите, у вас выпала встреча, казенный дом, может быть... Вам надо успеть и туда, и надо правильно будет распределить время. Вот, ничего, в принципе, так катастрофичного здесь нет. В целом, можно сказать, что очень даже позитивный день. Главное, правильно рассчитать все. Так что, как я и говорила, когда идет влияние аркана звезда, это всегда достаточно такой спокойный день. Без всяких происшествий. Смотрим дальше. Левушки.
Львы. Второе июня. Второе июня. События дня. Львы. Да что такое? Убегаю все время. Львы, 2 июня, понедельник. Угу. Бокал. О, прекратился дождь. Теперь будет меня хорошо слышно. Бокал, ссора. Ага, не. Рано радовалась. Не прекратился. Угу. Успех. Венок. Месяц нельзя. Шарики. Шарики — это очень хорошо. Угу. Череп. Череп — это не очень хорошо. Ой, тишина. Так, и здесь нет. Смотрим, значит, проверяем. Ключ нельзя. Нет, нет, чашечка чая еще есть. Здесь нет и здесь нет. Получается, в этот день у вас может быть застолье, бокал. Но опять же, это не обязательно застолье на 40 человек. Это может быть просто там где-то с подружкой посидели, в гости кто-то забежал, да, видите, гости и посидели, что-то вкусненькое покушали. Дальше хорошие новости, успех в делах. И из минуса может быть небольшая ссора, разногласия с кем-то в этот день. И может быть ухудшение самочувствия по черепу. Или если вы уже запланировали визит к врачу, то тогда череп может просто указывать, на что это произойдет. То есть в этот день вы занимаетесь здоровьем. Ну или, по крайней мере, здоровье, скажем так, требует к себе внимания в этот день. В общем, вот такая вот информация для вас, Львы. Ну, ничего тут критического нет, вы видите. Смотрим дальше. Дальше будут девы. Так, смотрим. Девы. 2 июня. События дня Девы. Девы. Угу. Сразу же первое событие. Чашечка чая, понедельник. Роза. Ножницы. Солнце. Ну, вроде бы не вижу горизонталь, вертикаль. Совпадение. Получается 4 события. Первое. Гости в этот день. Либо вы пойдете в гости, либо к вам придут. Дальше. Решение какого-то вопроса важного. Ножницы. Отрезали и забыли. Радость. Оно и понятно, да, то есть вопрос решился, очень довольны. И приятная встреча, свидание. Тут еще, кстати, радость может быть от приятных событий в личной жизни. От Розы.
приятная встреча, там, не знаю, какое-то мероприятие, куда-то пошли, сходили, кино там и так далее. Роза — это всегда хорошо проведенное время. Так что у вас вообще все события хорошие в понедельник. Ни одного плохого не выпало. Благодарю за внимание и перехожу к весам. Так, смотрим весы. 2 июня. Так, что такое? 2 июня. Весы. Понедельник. События дня. Самые важные события. Что у весов может в этот день происходить? Покажите мне, какие события могут быть. Первое событие — удача, подкова. Угу. Лавровый венок, второе событие. Змея. Угу. Бабочка. А, еще домик тоже есть. Ключ нельзя. Корабль. Ой, виднее становится, тучи уходят. Тайная встреча, 2 кольца. Угу. Замочек. Ох, сколько у вас событий много. Цыпленок еще есть по горизонтали. У меня уже скоро сердечки закончатся. Так. Угу. Здесь не вижу. Получается, рассказываю просто по отдельности каждое событие. Удача, успех в делах, общение со змеей. Это с человеком, у которого длинный язык. Контакт с детками. Деловой разговор, ожидание, открытие тайны секрета, события дома в семье какой-то может быть, там приезд гостей типа и так далее. И тайная встреча. Но тайна откроется. Если вы будете с кем-то в тайне встречаться в этот день, то тайна все равно откроется. То есть вы не сможете спрятать эту информацию. Или если от вас кто-то в тайне будет пытаться где-то встретиться, то опять же замок покажет, что тайна откроется, потому что звезда, да, то есть все будет на показ, все будет видно. Так что вот такая история. Но в целом, в принципе, все события хорошие. Негатива тут особо не выпало. Змея только такое, знаете, не самое приятное общение. А так, ну, не всем нравятся, да, тайны, когда открываются. Но мне кажется, всегда лучше знать информацию, чем жить в неведении, даже если она, допустим, там не самая приятная. Так, хорошо. Весы с вами разобрались. Сейчас будем смотреть скорпионов. Так, скорпиончики. Покажите мне, пожалуйста, информация для скорпиона. 2 июня. Второе июня. События дня. Скорпиончики, понедельник.
Змея. Да что такое прям змея сегодня? Звезда расклада. Дом. Тут еще мог быть второй вариант. Череп. Удача. Книга. Колокольчик. Цепь нельзя. Молния. Сундук нельзя соединить. Угу, здесь нет. Значит, рассказываю. У вас в этот день может быть общение со змеей. Это с человеком, у которого длинный язык, или по году рождения змея. События дома в семье, именно связанные с вашим домом, с недвижимостью. Удача, везение, обычный разговор, пустой разговор, несерьезный. Новости, посещение госучреждения, и будильник показывает, что в этот день со временем могут быть сложности и проблемы. Вы можете спешить, опаздывать или наоборот долго ждать, вы можете перепутать время и так далее. Но опять же, это часто бывает под влиянием аркана звезда. Мы такие немножко, знаете, витающие в облаках, поэтому тут может такое быть. Так что, в принципе, из минуса у вас только будильник и змея. Ничего критического. Ну, в принципе, вы 8-й знак, и из 8 знаков все события достаточно такие мягкие. Ничего критического в этот день, слава богу, нет. Смотрим дальше. Стрельцы. Стрельцы. Второе июня. Стрельцы. Так, смотрим, стрельцы, понедельник. Как для вас пройдет? Сразу же книга. Расческа. Змея. Опять это змея. Друг, сердце. Угу, маска. Лебедь. Победа. Флаг. Смотрите, значит, первое событие. Посещение госучреждения может быть в понедельник. И общение со змеей. То есть в госучреждении будет, такой сотрудник, не самый добрый, видимо, вам попадется, этого госучреждения. Дальше неприятность какая-то может произойти. Обман. Вот вам, пожалуйста, даю указание, что это за неприятность. Вас могут обмануть в этот день. Маска. Поэтому будьте очень осторожны. Дальше. Из хорошего: общение с друзьями, гармоничные отношения в паре, любовь. Да, вот в личной жизни тут верность выпала. И победы в делах. Поэтому в делах вас, видите, ждет какая-то победа, но также ждет и неприятность в этот день. Поэтому предупреждение, неприятность. Самое лучшее событие — это какой-то хороший результат. Возможно, в госучреждении.
Так что вот такая информация для вас, стрельцы. Но опять же, имея аркан звезду, все вот эти негативные события, типа как обман, неприятности, они смягчаются. Они легко разрешаются. Так что не переживайте, все может быть не так страшно, как кажется на тот момент. Смотрим дальше. Дальше у нас будут козероги. Второе июня. События дня козерожки. Угу. Сразу же первое событие у вас роза в понедельник. Книга. Расческа. Цветочек. Сундук. Сердце. Подкову нельзя. Бокал можно. Бокал. Чемодан. Подарок нельзя. Здесь нет. Вот все бы хорошо, если бы не одно но, это вот эта неприятность. Да, смотрите, какие события хорошие. Приятная встреча, свидание, посещение госучреждения, получение прибыли, общение с друзьями, застолье, исполнение желания. Временная разлука, расставание, это, скорее всего, вот эта встреча с друзьями, встретились, да, и на какое-то время снова расстались. И неприятность. Одно негативное событие. Опять же, если вокруг нет событий указывающего, да, ну как-то дающих какую-то подсказку, возможно, оно даже это произойдет и не с вами, а просто там на ваших глазах, может быть, как вариант. Ну, к сожалению, один такой, знаете, минусик есть. Маленькая ложка дегтя. Но опять же, да, напоминаю, аркан звезда. Это всегда день очень такой мягкий, приятный. Поэтому даже все вот эти неприятности, они могут быстро и легко разрешаться. Вот так. Благодарю за внимание, Козерог. Перехожу я к водолеям. Смотрим водолеи. Водолеи 2 июня. Понедельник, 2 июня, события дня. Не вижу. Ничегошеньки не вижу. Гости. Роза. Роза у многих знаков выпала. Роза — это свидание, это романтика. Да, вот влияние аркана звезда на этот день. Это то, что многие знаки уделяют внимание больше личной жизни.
победа. Так, ну и давайте смотреть горизонталь, вертикаль. А, вот еще была бабочка. Если вдруг я что-то где-то пропустила, а вы увидели событие, то у вас оно будет проигрываться. Ну, вот, может быть, конкретно лично у вас, да, не у всего знака. Угу. Есть еще домик. Дальше есть еще друзья. Здесь нет, здесь чемодан нельзя. Ну, в принципе, в итоге не так мало событий, 6 событий. Стандартное количество. Значит, смотрите, у вас выпадает события, связанные с домом. Это могут быть какие-то домашние дела, бытовые вопросы, моменты, там, приезд гостей, родителей и так далее. То есть какие-то события в доме, в самом вашем. Дальше общение с друзьями. Может, друзья придут в гости. Общение с друзьями, гости. Вот и гости выпали. Гости, приятная встреча, свидание. Романтические какие-то моменты могут быть в этот день. Успех в делах, в работе, победа какая-то может вас ждать в этот день, в понедельник. И деловой разговор. Вот может быть деловой разговор закончится хорошим результатом для вас. Поэтому шикарный день и в личной жизни, и дома, видите, и тут, и в делах. Прям все отлично. Как я и говорила, влияние аркана звезда – это всегда очень хорошо. Благодарю за внимание и перехожу. У нас остались рыбки только без информации. Сейчас будем смотреть для рыбок. Второе июня. Второе июня. Рыбы. События дня. Так, поехали, рыбки, смотрим. Первое событие – удача. Подкова. Угу. Нерешенный вопрос. Бабочка. Горизонтали, вертикали не вижу совпадений. Есть, да, вот диагонали есть, но диагоналями я не соединяю. Значит, смотрим 3 события. Если вдруг вы что-то нашли, я пропустила, то у вас это событие будет проигрываться. Тут они обычно подписаны, видите, есть название. Если вы не видите, может быть, там с телефона смотрите, не видно. Опишите мне картинку, я вам в комментарии напишу, что за значение. Я нашла только удачу. Удача в этот день вам может сопутствовать. Может быть какой-то важный деловой разговор, бабочка. И нерешенный вопрос, к сожалению. Какой-то вопрос может не решиться. И ножницы, видите, половинки ножниц выпали по периметру. Вопрос решится. Может быть только не в понедельник, а, ну, там, допустим, во вторник, в среду. Вот в понедельник он почему-то не решается. И он уже, видите, цепь показывает, что вы много раз подходили к этому вопросу, и как-то вот, ну, не получается. И в понедельник, скорее всего, тоже не получится. Ну, надежда есть, вот видите, скоро. Время, всему свое время. Да, придет время, и все решится. Так что вот такая информация для вас на понедельник. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.